Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вместе с вами посмотреть по просьбе своего внука Санечки. Кстати, его канал вы можете увидеть вот в верхнем углу и в нижнем углу. По его просьбе я хочу посмотреть очень популярную игру в Кыргызстане и в других странах Средней Азии. Алтайцев, башкиров, казахов. Эта игра называется Кокбору. Кокбору. Да, правильно ударение надо поставить. Кокбору. Вот. Это очень популярная конно-спортивная игра. Вот. И она достаточно зажигательная и притягательная. Наверное, внуку так понравилось, что он решил, чтобы бабушка посмотрела и убедилась в том, что это действительно очень хорошая игра, и ею стоит заниматься, наверное, не только в Средней Азии, а там, где, наверное, разводят лошадей и где есть сильные, очень крепкие и отважные мужчины. Давайте просмотрим вместе с вами эту игру. Надеюсь, что те, кто будет смотреть нас не только со Средней Азии, а с других стран, увидят и, думаю, тоже понравится им эта игра. Итак, смотрим игру Кокбору. Вот, игра началась. Да. Для тех, кто смотрит нас с других стран и не знакомы с этой игрой, хочу сказать, что вот я вычитала в энциклопедии, что цель этой игры – отобрать у соперника тушку козла и забросить ее в ворота. Ну, так называемый котел. Вы увидели, вот котел импровизированный такой. И вот туда попадает тушка, но туда, по-моему, попал и всадник еще ко всему, насколько мы видели, да? Конечно, игра жесткая, меня аж здесь мурашки двигаются в голове от этих видений, да? Вот так. Да. Я надеюсь, что здесь просто съемки не с одного матча, а несколько игр взяли, потому что так... Но говорят, что еще надо уметь защитить, да, то, что ты вот тушку эту схватил, ее надо еще защитить, чтобы ее вот донести, видите? Донести, вот. Уронил он. Надо ее все-таки взять и пронести. Ух ты. Но здесь видите, какая жесткая игра, что, если вы заметили, скорая даже увезла кого-то с ребят. Игра для сильных, выносливых мужчин, хочу сказать, да. Опа. Приходится всаднику, который упал. Тут еще главное не упасть с седла. А если упал, то быстро нужно на место сесть, да? Да, хочу сказать, что эта игра, наверное, больше для мужчин. Для женщин слабонервных это, наверное, не так просто выдержать. Потому как здесь такие моменты есть, что прямо вот как-то аж мурашки по телу идут. Кажется, что не выдержать такой напряг. Ну, еще я вычитала в энциклопедии, что эта игра, оказывается, и сейчас, как конно-спортивная, проводится в странах Средней Азии. Вот, и она достаточно популярная. Поэтому я думаю, что ваш народ достаточно сильный, крепкий, если такие игры проводят. Игры для мужчин, как я говорю. Там женщинам даже смотреть как-то страшно. Наверное, таким, как я, нужно с валерьянкой или с валидолом смотреть эту игру, потому что когда
эти ребята заскакивают в этот казан вместо тушки, и думаешь, хотя бы он ничего не повредил себе, как-то так удачно приземлился. Поэтому я думаю, эта игра очень зажигательная, понравится не только вам с народом Средней Азии, с Кыргызстана, Казахстана, а, наверное, и всем остальным, которые ребята увидят с других стран. Всех вам благ. Счастливо.